Сегодня утром пришла смс-очка, знаете, это оповещение, что было в прошлом году. Сегодня 9 ноября, друзья, едем на закрытие сезона. Ну, естественно, это Налим, вода плотно поднялась. После последней покатушки с Николаевичем на водомете я уже думал, не выскочу, но пару звонков, и сегодня мы на воде, друзья. В прошлом году 6 числа я закрывал сезон, сегодня 9, и едем закрываться. На неделе уже морозы, все, будем убирать лодку, это все, ребят. Я уже последний остался на ПВХ в поселке, в деревне, уже железные лодки убрали. Я не один, ребят, Васильевич приехал. Всем привет. В общем, как-то так, друзья, вот решили с Васильевичем. Сегодня, короче, я главный в банде. В прошлые разы Серега все возил, показывал, а сегодня, в общем, по Налиму. Не знаю, попробуем. Есть немного червя, друзья. Взяли палатку, взяли брикеты даже. Ну, немножко так обезопасились, потому что снег, дождь, чтобы не заморачиваться с дровами, как бы вот. Ну, конечно, тяжелые вещи, но вещи хорошие. Все, отходим от понтона, друзья. Поселок в стороне. Идем на подъем. Идем на одну из ям моих, которых я в этом году как раз там ни разу не был. Вот как раз надо долг отдать. Закроемся именно там. Загрузка, как всегда, ребята. Комфорт, дело тонкое, как говорится. Лодка 380. Ну, в общем, нормально. Есть куда ноги растянуть. Печка. Все. Китаец завелся, друзья. Нормально. Все. Пробуем выскочить. Так глист, что, как получится. Пошла, родная! Ну что, друзья, добрались до точки. Вот эта ступенька. Хорошая ступенька, ребята. В этом сезоне я здесь не был. Ну, мы открывали сезон. Именно по Налиму весной я здесь был. Так как хороший спуск и дает вот именно по большой воде вот этот пятачок. Я здесь бывало открываю. Да, снежно, конечно, палатку будем ставить в снег. Ну, а что сделать? Долетели, ребят, с ветерком. Дождь, правда, вморосил, но нормально. В общем, с того мысочка начнем и вот разбросаем доночки вот примерно вот до туда. Отлично, время час. У нас еще есть 3 часа, ребят, светового дня, чтобы все это сделать. Сейчас поставим палатку, печку растопим. Вот с дровами здесь печально. Я обычно перевожу, пилю вот на той стороне, перевожу на лодке. И Сереге говорю: Серый, давай возьмем брикеты, палеты, брикеты, как там, ребят, правильно. Взяли 2 упаковки, ну, на ночь нам хватит. Ставим палатку вот сюда. Ну, все в этом роде. Шикарно, ребята, шикарно. Все мне нравится. Все, закрываем сезон, друзья, по Налиму. Васильевич такой рыбалкой не увлекается. И еще сегодня задача накормить Васильевича Налимом жареным. Васильевич, как настроение? Боевое. Отлично, да? По снежочку будем бегать, слышишь? Какой-то зверек бегал. У нас еще есть проблема, друзья. В этом районе выводок волка, говорит, охотники говорят. Может, повоют сегодня ночью. Посмотрим. Ну, взяли петарды. Я думаю, ничего страшного, как бы. Ну все, что, начинаем разгрузку. Лагерь. Вот так. Вот. Серый. Начнем, наверное, с этого мысочка. Вот там. И вот закончим вон там травой. Посмотрим. А так тут вот ступенька, да, классно. Бывало по воде, как бы ступенька вот там где-то. Неудобно. Нормально. Круто. Мне очень нравится. Так, Серый, что это такое? Я взял баннер. Ага. Можно расстелить и вещи на него. Да, его первым надо. Да, его первым надо постелить. Он большой. 6 на 3, что ли. Мы его сейчас постелим и туда уже вещи таскаем. А потом уже что в палатку, что туда-сюда. Палатку вот тут.
вещи перенести. Вот два слоя просто. Да ничего страшного. Просто вещи положить. Потом уже будем заносить. Так, вход туда сделаю. Хорошо. Ну, на мусорку к реке. Это полы. Сейчас сразу крутанем ее, давай. Так, давай. Сейчас края растягивай. Вот так вот клево, вот так нормально. Оба. Отлично. Сразу поставим печку. Вот как раз дождь заморосил. И потом это все замерзнет, блин. Ну вот повезло, наверное, повезло с плюсом. Потому что я думал, если минус будет, то уже все, никуда не пойду. А тут плюс. Сегодня говорю, вот повторюсь, на брикетах будем стоять. Так что сейчас можно сразу прям затопить. Они шают. Где-то вот 3 штуки, ребят, хватает на 3 часа. Кинул и забыл. Ставим печурку нашу. Кстати, многие спрашивают по печке. У меня это 25-я, ребят, пашихонка. Но у меня есть еще и 30-я большая. Потому что палатка большая. Соответственно, надо и печку побольше. Пятнашка уже здесь не прокатит. Палатка, потому что больно большая. Вот так вот. Так, друзья, ну что я... Сегодня мы на брикетах, на палетах. Василич привез с города 2 упаковки. В упаковке получается 12 штук. Одна весит грамм 900, наверное. Соответственно. Ну, тяжелая. Ну, вот 3 штуки закидываю. И вполне достаточно. Спать можно 2-3 часа. Один момент, ребят, сразу вот, кто перевозит. Независимо зимой на мотособаке везу. Вот сейчас. Вот эти пакеты, которые у них есть. Они рвутся, бывает, и очень боятся влагу они. Соответственно, можно и загубить. Просто они начнут набухать. А так вот такая штука. 3 штучки сейчас положим. Вот так вот. И третьим подпалим. Вот так вот. Я думаю, все, друзья, что, быстро расположились. Ну, что тут? На самом деле, что? Комар летает. Комар, да, я видел. Палатка вроде, ну, 3 секунды на самом деле. Тем более, когда знаешь уже все. Бам-бам-бам. Не так уж долго все это собирается, расстанавливается. Раскладушки, стол. Все. Васильевич поляну накрыл уже. Молодец. Так, вот сейчас, кстати, карабинчики подвесили, да, вот. Здесь вот как раз не хватает тут мне. Тут есть ушки вот такие. А вот что-то развесить, да.
органайзер сверху, самая температура там, вот что-то сушить. Ну, шапку, рукавицы я там ложу, а вот куртку, да, как-то так. Давай, Васильевичу, за закрытие. Да, давай. Будем здравы, бояре. Пиво, ребята, хоть и снег, но на самом деле тепло, как весной. Круто, здоровья будем. Палатки тепло, ребят, но надо спешить. Темнеет уже, так разбалдели, вещи занесли. Печка шает, уже классно. В общем, Васильевич возьмет ту сторону. Получается песок и вход в яму. Я буду яму и выход с ямы. И посмотрим, как что получится. Ну а так в целом будем ходить, проверять. Дождь, ребята, дождь мокрит, блин, зараза. Ну, говорю, самое главное, что сейчас мы даже будем ставить донки. Промокнем, это полбеды, потому что все, высохнем. Палатки тепло, печка топится, уже все. Ладно, начнем, друзья, темнеть начинает. Все равно какое-никакое время разброска донок. Потом ходи, проверяй. Будем каждый час, там полчаса ходить, проверять с Серегой. Будем смотреть. Все, заготавливаем веточки. У меня здесь были по сезону, я так оставлял их, но что-то не могу найти. Может, уже кто-то их забрал. Так что, ладно, начнем. Опа! Сейчас заготовим. Как всегда, с одной Енисеюшка. Привык к этому ножу. Ну, блин, хороший нож. Простой и хороший. Ничего не скажешь. Так. Взяли баннер. Вот так вот. Когда вот такая погода, друзья. Какие-то вещи положить не на снег. А вот так. Сегодня задача, ребята, поймать налима и накормить Серегу. Человек ни разу. Когда-то, говорит, давно вроде, говорит, ел. Ну, Серегу покажу рыбалку по налиму поздней осенью, так скажем. Ну, заодно вот почищаю, ребята, место, так как зарастает. А по весне я стою вот именно где-то здесь. Вот где-то здесь. Донки кидаю вот именно с этого куста, так скажем. Так, ну что, мы сегодня на все деньги, ребята, гуляем, как говорится. Червя немного осталось. Ну, поставим, наверное, по штук 7-8 каждый. Так. Вот, ребят, видите, они шают. Еще один сейчас подкину. И отлично. Погнали. Так, друзья, ну что здесь? Метров 20, наверное. Погнали. Крайне, ребята, 20 метров. И буду входить в яму. И с каждой донки буду убавлять 2 метра. Значит, это 20. Следующая пойдет 18. Ну, давайте по метру 19. И так далее. Здесь один поводочек у меня на этой доночке. Вот ее. Вот такие, ребята, остатки у меня, сладкие, как говорится. Сразу можно насаживать хорошо. Мелочь уже никакой нету. Ну и плюс поздняя осень, сейчас он может уже сейчас клювать. Тем более яма. Мелко. Мелко, ну так и должно быть. О.
Дождь, ребята, зарядил, прям вообще страшный. Серега расставляется тоже. Взял червей и погнал с другой стороны. Темнеет он на глазах, блин. Снег-то, кстати, классно. Такую яркость добавляет от фонарика. Ну, в общем, все. Черви, конечно, красота, ребята. Лютые. Дай бог, отловимся сегодня. Нормально посидим, отдохнем в палатке. Великолепно. Ребят, не успел поставить поклевка. Поклевочка. Уже заканчиваю как раз. И вот в ямке поклевочка. Но я говорю, сейчас поздней осенью налим. Вот время 4 часа, 5. Вот поклевка уже. Да, вроде не крупная есть. Ага. Есть не крупный. Да, вон, ребят, шнурок. Но вообще дюжа маленький. Вообще мелкий, ребят. В ямке. Смотрите, какой малыш. Давай, беги, засранец. В ямке, ребята. Только перезабросил ту, и где-то здесь поклевочка. Где-то, ребят, здесь зазвенел. Ну вот выход налима. Видите, рано уже выходят. Вот это вроде, ребят, звенело. Сейчас постою, посмотрю. Выход с ямы. Тут вот как ямка. Тут почаще поставил. А тут выход. Какая-то звенела, ребят. Она, ребят. Не пойму, мимо что ли? Да, мимо. Мимо, ребят, но звенело. Налимчики вышли. Ну что, друзья, 2 поклевки. Вот я только расставился, дошел до лодки. Вот, и Василич сейчас сюда придет. Он взял песок и сейчас сюда меня догонит. Тут как раз ему 2-3 донки еще поставить. В общем, яма и выход с ямы. Сейчас вырвал изо рта у него. Черви толстый, мощный, видать, не крупный налим. Но радует. Это уже показатель, что, знаете, когда жерлицы ставишь или когда донки устанавливаешь, уже идут поклевки, это уже радует. Но опять же, не всегда есть так, что хорошее начало приводит к хорошей рыбалке. Бывает начало хорошее, а потом плохой конец, как говорится. Ладно, сходим до Васильевича, посмотрим, как дела. Васильевич заканчивает тоже дело. Ну, смотрю, все то же самое, что как надо. По налиму, ребят, вот самый ходовой крючок. Не надо бояться размера, налим такая рыба, что. Ну вот 2 поклевки у нас уже есть с вечера. Отлично. Ты говорил, что я еще ни разу налима не пробовал? Да. Сказал, да? Да. Вот у нас сегодня задача в первую очередь накормить Васильевича. Я его, мало того, что я его ни разу не ел, я его еще и ни разу не ловил. То есть донки у меня когда-то давно были сделаны, но, ну, как бы я не рыбачил на донки. Поэтому Ну, это у меня, можно сказать, такая первая осознанная рыбалка на налима. Ну, отлично. Ну, будем надеяться, что удача улыбнется. Да, я тоже так думаю. Удастся распечататься. Дождь таки идет, да? Снег, дождь. Ну, на лиме погодка. Ну да, слушай, налим любит такое. Что тут у нас? О. Добавим мы парочку. И
украшает. Васильевич топорик, смотрю, такой интересный. Молодец. Васильевич тоже стремится к такой рыбалке. В этом сезоне взял палатку с печкой. Вот потихоньку приобретает тоже себе вещи, чтобы выходить, ночевать. Все, друзья. Васильевич закончил, наверное, тоже 4:30. Круто. Будем ждать 4:30. Самый пик. Что, Василий, все? Да. Сделал? Да. Так, друзья, ну что, первый проход сделан с Васильевичем. Сейчас вместе пройдемся. Взяли еще лампу дополнительную. Прошло после заброса 40 минут, и вот у нас сейчас сразу же перезабросочка. Дождь такой шел, ребят, нормальный. Охренеть, конечно. Что такое дождь? Снег, мне кажется, подрастает за ночь, потому что плюсовая обещается. И не знаю, вроде показалось или не показалось, но бубенчик, у Васильевича бубенчики получается на донках, а у меня колокольчики. Звук совсем разный. Будем посмотреть. Пройдемся сейчас. Тепло, ребята, блин, красота, охренеть. Были заморозки, конечно, но даже лед от волны. Посмотрим, что. Васильевич кидает гранатой. Вот так. Многие так, кстати, забрасывают. Потому что не у всех так получается. Я лично привык, а многие вот так забрасывают. Раньше Серега, когда пацаном был, кидать не мог, петлю отдельно делал на основной леске. И за петлю как бы кидал, знаешь. Все, классика жанра, ребята. Нормально. Вот, ребята, немножко подснесло, видишь, Васильевич? Да, есть много ребят, И... сейчас только что было. Что-то потряс какой-то был, да. Ну, в палатке мы слышали звоночек. Скорее всего, Васильевич налимяха. Давай, пробуй. Что-то есть натяжение какое-то? Ну, есть. Есть, да? Но, походу, не крупный. Ну, понятно, что не крупный. Скорее всего, да. Он раз вот поддернул. Слышно было? Слушай, снес, смотри, вот туда вообще. Да. Утащил. Не знаю, Ну, сейчас. есть, слушай, что-то как будто есть. Так. Ну что, друзья, это мой первый налим, может быть? Давай, Васильевич, еще не достал. Или нету? Сошел. Вон был. Ё-моё. Вот ты слабину дал, Васильевич. Да. Вот он был на этом крючке. Да. Пустой крючок, сошел. Блин. Ну. Ладно, что. Ну, есть. Ну, вот видно было, да, серый? Трес. Да, был налим, вон видно сразу на первом поводке. Убежал. Ну, там не крупный был, видимо, за краешек. Да, конечно. Огонь. Так. Идем дальше. Опачки. Так, есть серый? Есть? Да. Ну, я со стороны увидел, что он качает. Не крупный, конечно. Ну, слушай, загулял здесь. Да, Здесь загулял. Трава, смотри. О. Что ты, пузатик? На жареху пойдешь у нас. Опа! Никодимчик. Да, вообще в шахте, смотри. Ага. Просто вообще пузатый. Что-то наедается. Что-то у него тут. Ничего себе, да, слушай. Что-то у него тут, ну, какая-то шишка. Ну, такой. Ну вот. Первый, ну как первый у нас. Что-то да, смотри, Серый. То ли порвано было у него, то ли что. Может, ты его уже отпускал куда-нибудь? Возможно.
Раз. И все. Ну, на жареху. Васильевич обещал. Так что сегодня у нас, ребят, как бы будет амнистия, конечно, но сочный, вкусный. Тем более операцию делать надо, пацану. Берем. Здорово. Ну вот. Чем длиннее, тем грязи больше, понятно. Ну, вода прибывает сейчас. Понятно, что грязь будет. Я беру 100 метров, Васильевич, и делю 100 метров на 3, грубо говоря, по 33 метра. Вот и вот у меня на мотовилке, грубо говоря, 33 метра. Кто-то тут тоже клювал. Мелочь какая-то. Подлещики, может, подъездики. Вот нельзя хорошо охоту поймать. Дай бог, может, поймаем. Здесь в этом всегда в этом месте попадается. Слышал? Че? Жестко плеснулось. Жестко, да? Да. Ну, рыбка, значит, гуляет. Такой плюс только что был. Опа. По красоте. Так, друзья, ну что, первый проход. В общем, Васильевича, ну, была рыбка какая-то. Ну, мы что-то так сейчас подумали, что это бель, скорее всего. Что-то в этом расчете. Вот этот звоночек мы слышали. И у меня вот налимчик небольшой. И там тоже немножко пожмякано. Так, в целом, какая-то рыба плескала, сейчас стояли, слушали. Какая-то крупная рыба. Вот. Или бобер, ну не знаю, что-то такое. Так что вот, первый проход. Ну так и будем двигаться. Через час предлагаю заново пройтись. Ну, нам надо поймать на жереху второго, потому что это слишком маленький, чтобы поесть, так скажем. Так что пока мы с ужином временим. Время. Половина. Седьмого. Пол-7, ну где-то вот начало 8 пойдем, проверимся. Ну, если услышим, конечно, звоночек, то пойдем. А так, дождь то идет, то не идет. Что-то сейчас снежок. Ну, тепло, я вон прям в трениках, ребят, хожу. Нормально. Ну что, господа, 8 вечера. С Васильевичем в палатке так сидим, разговариваем. Ну, красота вообще. Дождь то идет, то не идет. Сейчас вот смотрю, немножко такая изморозь, что ли. Ну, мы на проход. Опять же, начнем со стороны серого. Здесь рядом донки, ребята, на ладони, но звонка не слышали. Опять же, слышали какой-то, не знаю, потряс какой-то с егоной стороны. Но решили не выбегать, как бы, а так в целом пройтись. В общем, дали доночкам постоять еще часик и пойдем. Червь, ребят, немножко есть. Пойдем-ка мы посмотрим. Надо второго. Время к ужину. Нам надо еще одного на ремяху. И уже заняться ужином, потому что желание есть горячего покушать. Мороза нету, плюсовая температура, друзья. Лодочка вон, видно, что без изморози, без ничего. Все нормально. Да, все хорошо. Он даже снег растаял. Так что все, вперед, ребят. Сейчас глянем. Последние, ребята, шазочки мои по песочку. Просто я знаю погоду, друзья, что это через 5 дней вот этого не будет. Это все заметет и будет уже зима. И будет зима. С вечера так малыши что-то позвенели. И все. Как-то даже неинтересно. Ну, 8 часов, рыбалка только начинается, так скажем. Рыбалка ночная. С Васильевичем посидим, конечно. О! Есть поклевка. Вон он, ребят. Смотрите, какая поклевочка. О, хороша. Васильевич! Сюда бегом, бегом! Вон он, ребята. Даже не звенит. Самая крайняя, кстати. Ну, что тут, конечно, слышно не будет. Так, ну что? Так, ребята.
Тут походу... Ага. Ну увидите, да? Качает, качает, качает. Качает змей. Проверим. Ну, что-то вроде как будто есть, но Есть, да? не крупная. Не крупная? Да, скидыши походу. О, Ой, да еще и белая. Ясь. подъязик. Я же сказал, езя здесь возьмешь, Василич. Вот он змей. Вот у тебя первая поклевка, с кого ты слил, это яси был. Ага. Помнишь, я тебе сказал за езя? Да? Вот ясь, Не подъязик. крупный, конечно. Да, небольшой, небольшенький. А, ези вот тут у тебя. Ну я тебе тут сказал, у тебя 2 езя тут и было. Вот, друзья, Ясь, такой. езек. Что такого, наверное, Конечно, свободу. свобода. Пускай растет. Спасибо за поклевку, друган. Давай. Я говорю, тут, я сказал, что езя возьмем, Василич. Здесь так и должно быть, потому что это место, ну, знаменито по езю. Пошел. Ох. Красавчик. А тот, того ты слил, тоже ясь был, значит. 100%. Все, теперь поняли, кто тут у тебя гуляет. Ну, дай бог, возьмем на килограмм. Здесь Ну, есть будем такие. надеяться, будем. Ладненько, Огонь. перенасаживаемся. Огонь. Друзья. По нулям. Немножко жамканных. У Васильевича на меликах и то поинтереснее. Подъяз. Я, кстати, сказал, что возможно будет подъяз. И так и получилось. 8 часов 9. Самый пик, но затишье. Не клюет. Или нету, или не хочет. Мы пока без ужина. Время-то, ребят, уже к делу. Что-нибудь поесть. А вот ждем на лемяшку, чтобы пожарить. Такая сегодня задача у нас. Ну что, идем в палатку, что? Через часик выйдем в строй. Ну а сейчас, может, что-нибудь приготовим легенького. Покушаем. Чуть ли не зашли в палатку, друзья. Дышим воздухом классным. Такой воздух немножко подморозило. И звоночек. Вот на эту доночку вроде как. Налимчик. Да, Василий, вон он. Ага. Что, брать будешь ты? Нет, ты бери. Давай, давай. Вот она, ребят. Это наш ужин, наверное, скорее всего. Да, хапать, смотри. Да. Вот он. Налимчик. Ну что. Ну явно мелкий, друзья. В любом случае мелкий. Но это рыбалка. 9 часов. Никодимчик. После перезаброса. Это, кстати, яма. Это вот лодка у нас. У нас тут с Серегой как раз рядышком соединяется. Ну что-то там вроде на месте еще, не знаю. Сейчас качнет, будем брать. Черви просто шмат очень мощный, возможно, не крупный. Ладно, что будем брать, мне кажется, что тут уже. Опа. Ага, есть. Ух ты, и ушел. А нет. Не-не-не, на месте. На месте, Васильевич. Ужин подтягивается. Опачки. Сюда, братик. Здорово. Вот, Васильевич, ужин. Песчаный, смотри. Ага. Не, не ямочный, песчаный, да. Никодим. Ну, в заглоче, смотри. Так, берет-то как бы этот насыщенно. Ну, не крупный, конечно, ребят. Вы у нас уже извиняйте. Васильевичу я обещал кровь из носа. Желтый, красивый такой. А есть вот ямочные, черные. Есть? Да, смотри, в заглот. О, вообще далеко, Васильевич. Вообще даже палец не достает. О, он уже этот засосал. А я тут стоял, ждал. Думал, а вдруг как-то дядька научил меня доставать. Я вот привыкший. Так, ну что, друзья. Ужин, Васильевич. Мелкий, конечно, но красивая рыба, ребята. А вот вкусовые качества, я вам скажу, еще круче, чем вот рыбалка сама. Очень, конечно. Понятно, что это для налима не крупная рыба.
Там, я знаю, многие сравнивают меня с таким парнишкой на Енисее. Ну, о, У нас и не Енисей. у нас не Енисей, у нас, да. Ай, братцы, на снежочек его. Пускай, бродяга. Предвкушение первого льда, ребята. Точно. Все, Васильевич, будем ужинать сейчас. Точно. Ну, вот Красотулечку. Тут даже немножко можно посмотреть, друзья, вот раскрас. Этот более такой темный. Этот более такой. Ну, кстати, они одинаковые. Короче, 800 грамм налима у нас. 400 грамм мяса. Отлично. Будем ужинать. Ох, ребят, красота. Как будто наплакали. Прошлись. Подъязок у меня в ноль. Все, травишку убрали. Понасадили. Я говорю, Серег, там уже давай поднасадим. Так уже. Что-то стали. Тут опять дышим. Реально воздух, ребята, обалденный. Как какие-то на горах каких-то, знаете. Вот такой он сыроватенький, влажненький и приятный. Я вот в лесу вот люблю такой запах. Вообще классный. Ну, прям воздух четкий. И стоим что-то, и он прямо здесь под лагерем. Дрык-дрык-дрык. Ну, наплакали, короче, на ужин. Да, так что там смотрят за нами в любом случае, как бы, говорит, ладно, пацанов пожалеем, закрывать сезон все-таки. Так что сейчас Васильевича буду кормить налимом, друзья. В планах было приготовить совсем другое блюдо. Я прям готовился к нему и брал ингредиенты, продукты. Ну, сделаем классику. Есть сметана, можно было замутить классный, конечно, жареный налим. Но жареный налим должен быть классический, даже без лука, просто мука, масло, соль. Все, и налим. И вот этот вкус налима, ребята, просто. Кто не пробовал, тот не поймет. А кто ел налима, тот знает, какая это рыба. Это у меня самая любимая и по рыбалке, и по вкусовым качествам. Просто идеальная рыба, вот реально, я не знаю, мне красная рыба даже не нужна. Вот налим есть и вообще здорово. Правда, конечно, не крупный, но зато он сладенький, он еще вкуснее, чем, допустим, 3 или 4 килограммовый. Ладно, все. 10 часов как раз к ужину надо, ребят. Что-то перекусить. Сейчас как раз почистим, порежем. Что чистить не надо особо. Сейчас порежем, все нормально. Налима я не чешую, просто снимаю слизь. Ну, хотя у налима есть чешуя, на самом деле, ребят, она просто мелкая. Вот такую грязную слизь я снимаю. Да, какая-то рана у него у первого. На снежочке-то тоже приятно. Все, потрошим. Опа. Так, голову брать не буду, хотя многие любят жареную голову. Мы не будем брать. Естественно, самый деликатес. Печеночку возьмем. Печеночку возьмем. Так, друзья, ну что, налимчика порезали, помыли. У нас самочка получилась. Вот, не знаю, на икромет. У нас икромет в феврале получается. Потом болеет. Весной потом опять кормится. И перед икрометом осенью тоже кормится. Уже, смотрю, малыши на икромет встают к зиме. Сейчас вот сезон будет на икромете. У всех по-разному, кстати. Не знаю, но у нас лично так. Я наблюдаю тоже за налимом. Так, что налим? 400 грамм. Самое важное это салофан. В тайге, кстати, салофан, ребят, может спасти жизнь, поверьте. Уже проверено. И в технику куда-то заткнуть, там как-то замотать, палец перебинтовать. Салофан, ребята, решает. Соль, перец, мука. Что делаем в пакете? На вкус. И все на глаз, друзья, естественно. Никаких там ложек, ничего там, не знаю, там. Пересолил там бывает, а как не пересолил? Все в лесу. Так, что у нас? Сколько? Так. Так, да? Все, четко. Муки, ребята, туда в пакет. Я не знаю, я даже дома так готовлю. Ничего не надо мыть. Там, ничего не в муке. Мучка. У меня резервная, всегда она есть. Даже не важно, вообще иду на день, всегда она лежит. А что? Рыбка жареная, это же хорошо. Сейчас все там перемешиваем. Вместе с солью. Мучку. Кстати, всю дорогу вожу манку. И вот все хочу попробовать в манке. Говорят, очень вкусно.
А еще мне подсказали, что делают в кукурузной муке. Вообще, говорит, обалденно получается. Ну, сегодня у нас классика. Серегу надо... Заводим агрегат. Масло побольше. Естественно. Рыба жареная в масле жарится. Они как-то там... Прям не жалею, ребят. Видите, сколько масла добавляю. Ну, вкуснее получается. Это же не семга. Она рыба не жирная. Так, с чего начнем? А что, с чего начнем? Все подряд. Опачки. Понеслась. Вот с Васильичем как сейчас нарубаемся. Ну как нарубаем? Ну, покушать хватит. И легкими движениями, как говорится, как скоросолка, Василий, знаешь. Там же как, харюзу поймал, соль и снег. Самое главное снег, все делает снег. И трясешь, устал, говорит, передаешь, понял. И все. Да, там чуть-чуть постояло, никакого уксуса, ничего. Снег, вот раньше же ели. Якутам всем привет, кстати. Вообще сырую рыбу едят. Ну что у нас, в принципе. Ага. Понеслась. Ну, вот как-то вот так, друзья. Будем жарить рыбку. О, песня. Песня. Огонек можно чуть-чуть подбавить, да. И вот так. Сейчас будем жарить. Так, ребятки. Ох. Василич у нас по хмельному. А я, ребят, немножко водка крайнего севера. За налим, а не грех. Раньше, говорят, когда война была, Великую Отечественную, налим кормилец был, говорит. Много вообще деревень выжило на этой рыбе. И как бы не зазря его назвали налим кормилец. Так что у нас, конечно, он не такой прям. Ну, где-то его масса ловят, да. В общем, давай, Васильевич, пробуй. Да. Скрипит, конечно, сейчас вторая партия, ребят. Надымели немножко. Будем. Здоровья всем крепкого. А там просто берется вот так. Ага. Вот, Васильевич, хребет. Вот, да? А больше там ничего нет. Там больше ничего нет. Это пусто. А так мягенькая, вот мяско, беленькая, ребят. Охренеть. Ну реально просто белейшая. Офигеть. Позвонок убирай. А это смело можешь есть, и все. Друзья, это вкуснее, чем щука. Это реально вкуснее. Конечно. Василий, Охренеть. я же тебя не обманул. Оно такое нежное. Нежно, сочное, мягкое. Офигеть. Вот это поест. Ну, напоследок, друзья, это самый цимус. Васильевич, не знаю, будет, не будет. Но я прям оставлю в масле, хлебушком макать и щипать. Но Васильевич должен попробовать. Понятно, ребят, видите сами, размеры, конечно, невелики. Но это не выбрасывается, кушает. Кто в теме, тот поймет. Печеночка, друзья. Да, из икорки. Все по-разному. Молока, макса называют. У всех по-разному. Печень. На лиме треска. Ну, треска же это, ребят, пресноводная. Вот так вот. Задачу поставили, задачу выполнили, как скажем. Жареный налим Васильевичу понравилось очень. Говорите, очень вкусно. На самом деле, ребята, рыба вкусная, простая и очень вкусная на самом деле. Тут немножко ливера, так что кушаем, ребят, черняга и жареный налим. Так, конечно, не разгуляться, но перекусить нам хватило. Офигенно. Красота. Позвоночник убрали. А это смело, ребят, можно вот так закидывать. Все.
Меня, как дочку приучил к рыбе, кстати, ребят. Без костей можно не опасаться, что маленький ребенок. И она думала, что это курочка, и начала есть рыбу у меня. Круто, ребят. Тем временем 11. Время летит незаметно, на рыбалке тем более. Мы сейчас кушаем, пройдемся. Возможно, трясти не будем. Есть у нас участок, где есть трава, и их точно перетрясем. Яма нормал. Те крайние, те верхние в Сереге, остальные трогать, ну, понту нету, нормально все. Уже не боясь. Ну и так пройдем обстановочку, посмотрим. Так что вот как-то так, друзья. После вкусного обеда, точнее ужина, по закону Архимеда, говорят, надо пройтись по доночкам. Василий сейчас выходил на улицу подышать и говорит, что где-то звоночек был. Ну что-то вот на вот это сомнение, друзья. Что-то вводит ее, крутит. Ну не звенит, не качает. Проверим. Слушай, мелкий. Мелкий засранец. Да, ну, Вот он, ребят. Как мелкий у нас. Стандарт, походу, сегодня. да. С Васильевичем. Он и есть. Вот он и звякнул. Ну, ямка отрабатывает пока. Излучил, зараза, блин. А самое не хочу. Вот он. Вот такой налим. Такая изморозь, ребят. Но на самом деле это туман. В тумане стоим. Что-то не знаю, поснесло. Снесло, да? Что-то снесло, да, Васильевич? А? Что-то снесло, говорю, не знаю, лист или что. Что, люто снесло? Вообще хорошо снесло, да. То я говорю. Ну не качает ничего. Друзья, люто снесло. У нас очередная проверка. Травы тут, конечно, ну, Да, хорошо, да? травы много, натяг даже. Ну, мне кажется, из-за травы. Ого, травы. Ну, Yes. слушай, вообще порядком. Да. О, нет, есть. О, Васильевич. бродяга. О, Васильевич на лиму поймал. Первый налим. Васильевич, красавчик. Да, конечно, не тот, которого я ожидал. Ну да. Это Васильевич дает дуплетами. Да. Вот это налимы, Васильевич, у тебя. Трофейный. Трофейный. Ну слушай, этого отпустишь, нормально. Походу, да, за краешек. Ну вышли, видите, ребята, вышли, поползли по пляжу, небольшие. Ну мы-то хотим хотя бы взять домой кого-нибудь. Дома угостить. Да, это он прям за краешек. Да, четенько. Вообще малыш, да, смотри. Вообще, не говори. Карандашик просто. Но пускай деда зовет. Давай, бродяга. Все, пошел. И кусочек червяка ухватил. Надо было оставить, правильно, я сюда оставляю. Подкармливать надо наших местных. Все, насаживаемся. Там звенит где-то жестко. Васильевич, ясь. Вон он, вон. Ни хрена себе! Обалдеть! Давай, бери сразу. Бери. Сейчас, жду. Бери, Васильевич, качает. Бери. Сильно не секи, ясь. Это ясь. Есть. Ясь. Есть. Ой, слушай, да неплохой вроде. Слабину не давай. Васильевич. Ой, сопротивляется, друган. Да Хорошая есть. рыба. Да ясь, по-любому. Так только может ясь взять. Я же сказал ясь. Васильевич. Нельзя прешь.
Во, хороший килограммовый, 800 грамм. Василич, красавчик. Давай. Нормально, брат. Огонь. Попался. Я сказал, тут ези будешь брать, езей. А тут звенел сразу явно, что язь. Ну вот тут, слушай, нормально, под килограмм. Да. О, братцы. Езек. Слушай, а плюс-минус ты где-то на эту-то и ловил, да, получается, первого-то? Да, слушай, килограмм. Езек-то. Добрый. Ой, красавец, смотри какой. Езек, ребята. Закрываем сезон, отлично. Василич. Шикардосик. Вот это уже нормал. Это пойдет. Молодец. Ребята, Василич на езевую тропу встал. Это, кстати, та донка, на которую мы первого поймали. Так что она еще, мне кажется, покажется. Еще свою. Ну что, уже поинтереснее, как будто бы. Тут тоже поедено. Поедено, да? Вот, хорошо. Ну, вот тут, походу, ези. В пляжа. Я Васильевичу сказал, что в такое время я ловил езей здесь, именно вот здесь. Ну, в принципе, так и получается. Ясь клюет. А вот яма, ну, по налиму понятно. Там езя точно не будет. Он в основном здесь на меляках гуляет. Так что вот так вот. Ну, хорошо. Уже как-то. Там налимчик, тут два налимчика. Езек. Рыбалка идет, ребят. Очередной забияка, друзья. Налим, конечно, у нас вообще шикарный прям. Мелкий, блин. Зараза. Вроде в язык должен нормально цепиться. Опа. А, брат, извини, конечно, за грубости. Идешь, мне кажется. Пошел. Которая на шум реагирует. Есть шумовая, да? Ага, Что, вообще говоришь, мощная? очень. Да? Давай вот шумовую попробуем. Это у нас какой-то зверь, ребята. В кустах. Ну, наверное. Тут двойная, она бывает сразу две выстрелы. Какой-то, ребята, там барбос. Кто-то там лазит в кустах. А Васильевич привез шумовые, друзья. Я такие, кстати, еще не спробовал. Ну они вообще лютые. Да? Говорят, серый, говорит, очень мощно. Ух ты, слушай, аж оглушило, блин. О. Вот это да, она лупит, конечно. Смотри, еще дыма столько дало. Ага. А ты ну-ка засвети там. У меня сейчас Ну, у тебя типа ракетница, да? световая, да. Давайте бахаем. Да, в ту сторону. О, классно подсветило. Смотри, Это Чё? берег, да? можно было выше еще даже. Ну, слушай, та громче, да? Блин, вот эта лупит, она черная, блин. Страшная штука. Реально мне это надо было роты приоткрывать, короче, когда стреляешь. Угу. Типа делаешь вот так. Классно. Что, есть еще красная? А, ну давай. Что, повыше? Давай, закрытие сезона, да. Повыше чуть-чуть дай, Васильевич. Или над рекой пусти. Давай вот прям вверх. Ну давай. Догорит, нет? Не, это сгорело. Ну, практически, да. Класс. Ну все, я думаю, не придут они, бобры. Злодеи. Классно лупит, да. Вопросов нету. Черная вообще страшно. Проверились очередной раз. И так что-то. Налимчики так повыходили. Здесь сразу в яме один. У серого два. В конце там один. Ну и езек порадовал. В общем, серый стоит там на езевой тропе. Примерно в этой же районе. Вот у него первый попался, сейчас второй. Но вот такой уже хороший. Килограмм может нет, но 900 точно есть. 100%. Завтра можем завесить, конечно.
Все, опять все донки почистили, перезакинули. Уже первый час. Есть желание, ребят, немножко поваляться. Посмотрим. Так что, пока проверяли, там кто-то шурудил в кустах, а Серега ракетниц привез. Короче, так, дали немножко. Все, расстилаемся, полежим, поваляемся. Ну, уснем, чего, вопросов нету. Как бы. Если не усну, или точнее проснусь, то встану, проверю, заброшу, как бы. А так отдыхать будем, что. Поваляемся, в общем, поговорим еще. Первый час. Нормально. Палатки хорошо, тепло. Ветра нету, дождя нету. Отлично. В общем, расстилаемся. Сюда можно зад положить. Спальнички, коврички. Сейчас, конечно, красота. На природе можно реально, ребята, отдыхать. На раскладушках, как дома. Даже лучше, я бы сказал. Спится на природе. Я лично вообще сплю, конечно, очень хорошо. Ой, отлично. Ну вот, ребята, обычно в такое положение фонарь, как бы, как ночник. Печку зарядили, поставили на шайку. И все. Будем отбиваться, кажется, на зарядках. Все. Если услышим, зазвенит. А так, ох, красота. Палатки вообще огонь. Будем отдыхать. Ребята, доброе утро. Мы не ставили будильника вообще никакого. Но у нас будильник свой. Донка прям над лагерем, ребята, звенит. Стал подложить брикеты. И слышу, прям качает. Тут уже страшное дело. Время 8, наверное. Без 15. Вот только рассветать начало. Ну как только, вот 40 минут как рассветает. Пойду, ребят, я проверю. Какая-то ребеха подсела. А так хотели до 9 поспать. Нормально. Выспаться. Дождь зарядил опять, зараза. Вот, блин, не есть хорошо. Но по прогнозу мы смотрели, что как будто с 9, с 10 дождя не будет. Вот на этот расчет и делали. Ладно, ребят, пойдем сгоняем, посмотрим. В общем, друзья, вот эта донка прямо напротив лагеря. Вот у нас лагерь. А вот эта донка. Смотрите, она вся у берега уже. Сейчас, правда, не звенит. Но она вот просто у берега. О, и там звенит еще. Короче, ребята, рыба есть. Мы до часу рыбачили и решили спать лечь. Вот, ребят, смотрите, у берега просто. Посмотрим, что за зверь здесь. Смотрите, вся у берега, ребят. Просто у берега. Ну, есть рыба. Однозначно есть. Ну, тут загулял. Причем неплохо загулял. Ох, ребят, хорошо загулял. Смотрите, как гуляет. Как гуляет. Ну, хороший налим, ребят. Такой, более-менее. А сидит-то очень плохо. Сидит-то очень плохо. Губу себе уже порвал. Значит, давно сидит уже. Ну, вот такой. Ну, вот такой, ребят, налим. Вот такой налимчик.
Ну, покрупнее, конечно, чем вчера попадались нам налимы. Такой жареных, так скажем. Такого возьмем. Классика жанра, друзья. На нижний поводок. На нижний поводок всегда поклевок больше почему-то. Которая возле грузила идет. Первый. Ну, насажу еще. Вдруг ездек. Утро начинается не с кофе. Ну, просто надо было, ребят, вставать уже и проверять такую донку, конечно. Василич, конечно, еще, так скажем, в тряпках. Донки мы с ним проверяли вместе. Ну, надо было уже идти, ребят, без вариантов. Все, друзья, последние как раз черви. Закрытие состоялось. И это радует. Это радует, что закрытие состоялось. И сюда я хотел приехать. И приехал все-таки в этом сезоне. Вот так вот. Пойду так, посмотрю остальные. Ну вот это тоже звенело рядышком, которое тоже зинкануло. Туман такой, блин, офигеть. Вот это, друзья, тоже звенело. Ну, видно, она тоже стащена. Наверное, тоже проверим ее. Остальные вроде все нормально стоят. Васильевича не знаю там как обстановка. Это тоже проверим. Ночью выходили, значит, под утро на лимы. Да, ее так порядком снесло. Ну, ладно. Походу рыбы нет, друзья. Рыба была, наверное, и ушла просто. Я в 4 утра просыпался печку подкладывать. Хотел пройти, перезабросить. Да, вон тут, смотрите, сидела рыба. Причем хорошо сидела. Весь поводок запутала. И ушла. Она же перекрутила все. Ну, увы. Не знаю, может, я опять же... Васильевича там наверху езди клюет. А езя, как правило, надо проверять, ребят, потому что он на крючке не сидит так долго, как на лим. Под утро, в принципе, уже можно не насаживать, но все же черви есть. Последний я добью. Я добью. Дождик, ребята, успокоился вроде. 9 утра. Васильевич, доброе. Доброе утро. Завтракаем, ребята. Чебуреки согрели, магазинские. Налима доедаем. Мясо, яйца. Короче, все как нужно. Ничего не готовим по скорячку. Мышка нормально. Вот, кстати, ребят, последние 3 брикета я закинул в 7 утра. Вот они сейчас догорают. В общем, нам хватило. Хватило на ночь. 2 пачки. Ну, температура, понятно, за бортом плюсовая. +2. Ночью +1. Вот, там, в районе, может, 0. Был там снежок. Ну, в целом, нормально хватило. Вот. 2 пачки. Печку мы топили уже сразу с вечера. Так что вполне отлично. Так, если перемешку с дровами, то вообще будет по красоте. Ну, факт в том, что мы приехали и сразу затопили печку, потому что шел дождь. Дрова, вот это все, а тут сразу затопили, я плюсую. Приятного аппетита. Будем потихоньку собирать донки. Да, суток мало, мы сейчас с Васильевичем говорим, что вот сейчас бы на вторые забалдеть. Спиннинговать, возможно,
поджиговать, делами позаниматься. Ну, а тут как бы домой. Ну ладно. Пару донок проверил, не знаю, Василища там, я говорю, стянул, а тут может, ну еще может что-то там, какие-то налимчики висят. Ну сейчас днем-то явно ничего такого, утром ничего такого не будет. Ладно, кушаем. Начнем. Держи кофе. Вроде горячая, с термоса. Что-то мы вчера с тобой едоки такие, но надо доедать все. Согрелись. Согрелись. Хорошо, ребята, позавтракали. Чебуреком и налимом. Закрепили, так скажем. Блин, погода, ребят, великолепна. Вот со вчерашнего вечера вот такая погода. Просто штиль. Туманчик такой стоит. Плюсовая температура. Вот на закрытие, конечно, надо было ехать на пару суток, это 100%. Мне вот сутки очень мало, мне уже не хватает. Световой день короток, и пока лагерь поставишь, соответственно, ты его дома достаешь, грузишь в машину, потом приезжаешь, собираешь лодку, грузишь в лодку, поднимаешься, все это разгружаешь, выставляешь в лагерь. Проходит, грубо говоря, ночь и занимаешься тем же самым. Соответственно, мало. Чисто занимаешься вот этим. Охота немножко на природе побыть, отдохнуть. Вот 2 суток, ребят, самое то. 3 в аккурат, а больше 3 уже тяжело. Это проверено. Сейчас бы, да, можно было поджиговать, ребят. Смотрите, какая река спокойная. Мы же с Серегой хотели. Но я говорю, Серый, если едем на ночь, то просто не успеем. Вода, кстати, падает, ребята, видно. По отметкам вода упала. Ну вот так все. Потихоньку начинаю собирать донки. Не знаю, посмотрим сейчас. Может где-то еще какая-то рыбка висит. Ну, которые были поклевки. Ямка сработала по налиму, конечно. Василича там как. В общем, начнем, друзья, собираться. Подвязка, ребят. Подвязочки, я говорю, гуляют сейчас. Висел на крючочке, как живец. Опа. Давай, друг. Подвязки, да. Говорю, можно было нельзя половить, конечно, блин. Нужны просто, так скажем, закидушки, недонки и индикатор, чтобы видно было, что он клюет и светится. Тогда можно ловить, потому что, ясь очень плохо на крючке висит. Это не как налим. Ну, соответственно, крючочки поменьше. Можно было поменьше крючочки поставить и хорошо половить. Нельзя. Вот сейчас именно. Ладно. Василич дает налима. Василич, ты лучше смотай сначала, а потом заматывай. О, красавчик. Ну вот видишь, вчера желтые были, песчаные, а это ямочный. В корягах живет. Смотал доночки. Ну, в конце, опять же, на меляках ясь. Ясь на мелях ходит. Ямка вот. 2 поклевки с утра было, вот одного поймали. И вот не успел добежать, так скажем. Василич собирает. Что-то тут у него налимчики попались. Не крупные, отпускает. А так что, на жарежку взяли даже. Ну так, пойдет. Закрытие. В принципе, главное погода, ребят, смотрите какая. Под закрытие прям дала. Сейчас все потихоньку. Весь шмурдяк собираем. Ну все, друзья, по традиции за нами чисто.
Даже остатки, которые не догрузили мы в пакет мусорный, все у нас тут. Ну, так протоплено после палатки. Возле печки, естественно, сухо. Ну, все, мы, ребят, загрузились. В дождь, конечно. Все, выезжаем. Выезжаем. Ну, давай, кормилец. Твой выход. Отлично. Космонавты, как говорится, готовы. Балаклава одета. Даже грустно как-то на душе. Ну, это закрытие, ребята, официально, 100%. Хотя вроде по погоде можно еще выскакивать, но нет, все. На этом хватит. Сезон был такой. Где-то и ловили, где-то и отдыхали, где-то и путешествовали. В этом году я побывал на Волге. В общем, есть история, как говорится. А так, впереди новые путешествия, ребята. Это уже твердая вода. Это опять очередной этап и новый шаг для рыболова. Мне кажется, будем рвать в этом году. Желание есть бешеное. Возможно, даже куда-нибудь съездим. Так что, как говорится, будет день, будет пища. Василич? Слушай, нечего добавить. Реально грустно, как бы. Я вот сейчас плывем потихоньку, смотрю и наслаждаюсь вот этими моментами. Честно, неохота закрывать сезон. Реально. Это да. Ну и так как бы дотянули, друзья. 10 ноября Да. мы закрываемся. Всем спасибо за просмотр, друзья. Спасибо, кто был в этом сезоне со мной. Вообще в целом поддерживал, ставил лайк, комментировал. Писал хорошие комментарии. Это реально, ребят, как-то влияет. И стараешься больше выезжать, показывать. Хотя трудные времена для блогера, но все же. Ладно, братцы, увидимся. Увидимся. Всем здоровья. Ну и пока. Мотор прогрет. Китаец отходил без нареканий. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки, и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки, и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте. От забот и огней я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и
покоем полей